О дороге от Алекминска до Якутска говорили всегда и верно говорили, нужна она. Автодорога республиканского значения у нас имеет протяженность, круглогодичной протяженности порядка 80 километров. Это начиная от Бирюка до села Солянка. Сейчас мы строим продолжение от дороги от Солянки до Балаганнаха. То есть мы дойдем до реки Намана. От Наманы уже там можно будет в сторону уже Харинцев есть, добраться. Поэтому протяженность, увеличение нашей протяженности в сторону республиканского нашего центра города Якутска для артерия, развития экономики, все это ведет в развитие. Для алекминчан это не только круглогодичное сообщение со столицей, но и возможность экономического роста. Есть дорога, есть движение вперед. Одним из стратегических задач у нас является это обеспечение транспортной доступности, в том числе по Алекминскому району. И хочу отметить, что на сегодняшний день, как вы знаете, уже с 2019 года мы реализуем национальный проект «Безопасные и качественные дороги». И в рамках этого хочу отметить, что за последние 5 лет по Алекминскому району мы привели в нормативное состояние порядка 75 километров дорог. Это почти на 2 миллиарда рублей за 5 лет. И хочу отметить, что это будет дальше продолжаться. Со следующего года мы начинаем реализацию нового национального проекта. Это инфраструктура для жизни, которая тоже, в рамках которого мы тоже будем приводить в нормативное состояние наши автомобильные дороги и искусственные сооружения. Буквально недавно торжественно открыли первый участок дороги. Кому-то эти километры показались смешными. На самом деле это были самые сложные расстояния. За счет дорожного фонда мы один из основных этапов строительства автомобильной дороги Умнас до города Якутска, это является вот этот участок Солянка-Балаганнах, который сегодня мы торжественно открываем. Первый пусковой этап, первый пусковой комплекс, это протяженностью 10 километров в сторону Балаганнах, Солянка-Балаганнах. И у нас есть уже проект на 40 километров, и вот оставшиеся 30 километров мы дальше пойдем в сторону Харинцев. И порядка 800 миллионов рублей необходимо для этих средств. И думаю, что вот эта дорога будет одним из важных этапов строительства дороги до города Якутска. По автодороге Умнас для алекминчан это послужит одним из важных этапов для социально-экономического развития района. Подрядчиком выступили ООО «Дороги Алекма». Данная дорога планировалась давно. Это круглогодичное сообщение поселка Балаганах с Алекминском. Потому что как только разливается река, значит, сообщения у них нет. Ну и дальше они идут на Харинцы. Значит, дорогу начали делать мы в том году, 23-м, осенью, в ноябре месяце. И закончили в этом году, значит, в сентябре месяце. Объем выполнен очень большой. 150 тысяч кубов земляного полотна, плюс, значит, одежда дороги. Установлено около 100 знаков, значит, предупредительных, это согласно проекта, и, значит, установлено 1000 метров барьерки. На самом деле объем работ по дорогам района значителен. Особенно учитывая, что часть внутрирайонных дорог необходимо было восстанавливать в сжатые сроки и вне плана. Стихия не спрашивает разрешения.
За счет на аварийно-восстановительной работы в результате весеннего паводка у нас были разрушены участки автомобильных дорог регионального значения и местного значения, на которые были предусмотрены 170 миллионов рублей, которые тоже на сегодня все работы завершены и объекты сданы. Еще одно значимое событие для района – открытие фирмы в местности Белькей на 120 голов. Глава нашей республики поставил задачу такую: сегодняшний день мы должны должны построить большие комплексы, чтобы обеспечить население натуральным молоком. Сегодняшний день у нас вот как раз на участке Белькой мы сегодня открываем коровник на 120 голов. И здесь в основном у нас будет стоять дойное стадо. И у нас вот сейчас запланировано в Белькое, если сегодня у нас находится 220 голов дойное стадо, то мы его хотим увеличить до 320. И сегодняшний день у нас и на этой территории у нас тоже вот корпуса, которые старые еще 80-х годов, которые построены объекты. Сейчас вот мы оттуда должны перевести сюда молодняк. Племенное стадо, которое сельчане бережно сохранили десятками лет и сегодня на высоте, соответствие буренок по всем критериям породы бесспорно. Я с 88 года как бы племучутчик была дояркой 10 лет, потом племучутчиком вела это, потом семенатором, и совместно вот это все вместе, семенатор и племенную работу. Это не знаю, с 88-го это сколько лет. Обратились Якутского института этого сельского хозяйства. Мы брали кожаные выщипы брали, как на соответствие холмогорской породы. Я там сделала подборку, подобрала 75 проб. Мы брали кожные выщипы и направили в Москву, в лабораторию. Оттуда пришел результат, что 75 проб 66 соответствует холмогорской породе. Это, говорят, высокий результат. Ну, надеюсь, дальше еще будем проводить. Сказали, что будут полностью наше стадо исследовать. А вообще вы сейчас не племенной репродуктор? Репродуктор племенной. Вы как бы подтвердили. Да. Но мы как-то хотим, чтобы генотон там стать. Отсюда надои. Опять же, без кормов толку бы было мало, поэтому пристальное внимание на заготовку. По кормам заготовлено достаточно кормов у нас на зимовку, чтобы провести ее спокойно. Благодаря агрохолдингу завезено около 700 тонн комбикорма на предприятии кладовой Алекмы. И по итогу 10 месяцев свои плановые показатели операторы машинного доения выполнили. Второй год в Алекминском районе стоит жаркая погода. Заготовить достаточно кормов очень сложно. Тем не менее, в эту зиму заходит спокойно. По зимовке в целом зашли нормально. Корма у нас имеется на уровне практически прошлого года. Конечно, сено у нас выполнение 94% от плана задания правительства, что составляет 14 500 тонн. По сенажу и силосу, как я уже сказал, на уровне прошлого года это у нас 1500 тонн зеленой массы и также порядка 500 тонн сенажа. Поэтому, я так думаю, зимовка должна пройти нормально и кормов должно хватить. Конечно, в этом году мы в плане немножко тот объем, который мы хотели, не получили, но на следующий год, я думаю, мы эти вопросы отработаем. Тем более сегодня у нас стоит большая задача, которую поставил глава республики, это кормовые. И по кормовым мы сегодня тоже должны полностью со следующего года должны еще усилить работу. И я думаю, мы еще где-то на следующий год
гектар 350-400 гектар мы должны увеличить пашни. Это для сочных кормов. Вопрос о коровнике стоял давно. Амгино-Алекминское отделение часть молодняка ставила в старых помещениях. В первую очередь строительство – это новых скотопомещений, это, конечно, другие условия труда. Благоустройство, это, считайте, молокопровод, доильные залы, новшество вводится в животноводческих комплексах. Ну и, конечно, хотелось бы еще строить таких коровников, чтобы для увеличения поголовья. На сегодняшний день у нас же остро стоит проблема – это размещение молодняка, для выращивания молодняка. Это для дойного стада у нас построено животноводческий комплекс. И хотелось бы, конечно, чтобы еще вот эти программы существовали. Дальше правительство помогало сельскохозяйственникам. Новая ферма обещает стать гордостью животноводов. Вы смотрите, у нас сегодня вот вентиляция приточно-вытяжная полностью, она обеспечена современная, не современная, но вообще другая технология. Мы полностью сегодня поменяли тоже ТСН. Если ТСН у нас были как-то скрепковые старые, но сегодняшний день у нас вот ТСН тоже немножко пошире. И вот у нас вот полностью лежат такие вот маты для наших коров, чтобы у них не было, снизу было таких холодов не было. Вот эти маты как раз они должны держать. Здесь почти все новое. Поэтому мы надеемся, и тем более мы сейчас строим рядом доильный зал, который мы запустим уже на следующий год. К концу апреля, мая месяца мы запустим. У нас вся дойная стадо будет доиться на новом доильном зале. Заместитель министра по сельскому хозяйству республики подчеркнула, планы большие, и Алекме в этих планах уделяется немалое внимание. Планы вот по Алекминскому улусу именно по части животноводства и растениеводства очень перспективные. Нас поддерживает и глава района, и населенные пункты. Природно-климатические условия соответствуют всем требованиям. Здесь погодные условия чуть помягче, осадков больше, чем в Центральной Якутии. Есть перспектива. Последние годы у нас здесь очень хорошо заготавливает отделение растениеводства «Силос». Поэтому есть перспектива создания вот последующие годы, начиная с этого года, кормоцентр в Алекминском улусе. Это на базе кладовой Алекмы. Так, с этого года по линии Министерства сельского хозяйства вот перспективные планы по созданию кормоцентра. Это будет по линии управления мелиорации кормоцентр. Мы с этого года начинаем разрабатывать один в Нюрбинском улусе и второй вот именно в Алекминском улусе.